Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння мой госць, гэта адзін з фіналістаў нацыянальнага адбору на Еўрабачанне, мінскі музыка Ян Ярыш. Прывітанне, Ян. Привет, привет. Як увогуле справы? Я тебе віншую з тым, што ты патрапіў у лік фіналістаў. Спасибо. У меня все хорошо и волнительно. Боюсь не успеть. Боюсь многое не успеть, потому что ввязался в такую нелегкую борьбу с финалом Евровидения, и очень интересно мне сейчас. Слухай, ну ты разумееш, што як бы на падрыхтоўку усяго месяц ты справишься докладно? Если бы я занимался исключительно этим проектом, то я бы успел 100%. А так как у меня в этот же день с Мишей Радунским, велочелистом, концерт мой сольный в Верхнем городе 28 февраля, в сопровождении камерного оркестра, к которому я тоже делаю переложение своих песен. То есть я сам расписываю все ноты, партитуры своих песен. Я начинаю сейчас переживать, потому что билеты в продаже, их уже мало. А дату съемок Евровидения сказали только вчера, и я в таком подвешенном состоянии, не знаю, успею ли я все, но... Что, сон как бы нужно будет резать. Слухай, ну я думаю, что ты поспеешь в любым выпадку. Чему ты вырашыў паспрабаваць себе на Евробачанні ў гэтым годзе? Мне часто задавали вопрос, почему? Почему не едешь, почему не едешь, почему не едешь, почему не едешь? Несколько лет я уже хотел написать песню для Евро, и ее все никак не получалось, она не приходила. И вот буквально месяц назад у меня появилась наконец-то моя студия. Я перевез в свой инструмент фортепиано, на котором я учился всю жизнь от родителей, поставил вот в свою студию, и пришла вот красивая мелодия. Такая из сказок, включаешь мелодраму любую, и вот эта песня, она может быть заглавной песней. Вот. И я подумал, так это же хорошо подойдет для Евро. А когда там отбор? А заявку нужно отправить через 2 недели. Ну, вот как-то все срослось. Появился прекрасный человек в моей жизни, Мэтью Дуглас, который написал мне текст. Потрясающий, очень красивый. Он сам в Австралии живет и пишет тексты. И вот он мне написал очень красивый текст, который... мы и слышим сейчас в этой песне. Это песня «Фая», так? Да, это песня «Фая». Про что она? Она про девушку, естественно. Естественно, про девушку и про любовь. Тут очень много сравнений девушки с птицей Феникс, но не прямых, а сравнений с клеткой, что она слишком дикая, чтобы остаться со мной, и слишком свободная. И сравнение с огнем, что она была моим огнем, но все равно она потухла и ушла. И непонятно, вернется она, не вернется, как Феникс, снова это вспыхнет или нет. И вот эти приятные аллегории мне очень понравились. Вот как-то... там еще сравнение с крыльями. Ой, очень красиво. Угу. Ну, слухай, песня прыгожая, сапраўды, мне, калі шчыра, яна крыху... Ну, і твой вобраз увогуле, так, калі ты сядзеў там за... піяніна, так мне нагадаў мінулагодняга пераможцу Еўрабачання Дункана Лоуренса. Ну и прабач, я не могла, вось такие ассоциации реально возникали. Вот это очень странно для меня. Мне сейчас начали все писать, что вот похож на прошлого победителя. Где-то еще написали, что я косплею прошлого победителя. Для меня это странно. Для меня всю жизнь мою концертную и конкурсную сравнивали со всеми пианистами, с любыми. Почему не сравнивают Элтона Джона с Антоном Беляевым? Они оба сидят за клавишами, играют свои песни. Почему меня сравнивают со всеми пианистами? Ведь в школе музыкальной ты не перепутываешь своего ребенка, который сидит тоже за фортепиано, а рядом соседний какой-то. Вот я просто играющий клавишник, и я не знал, что в прошлом году победил пианист. И сейчас мне приходится придумывать номер, исходя из того, чтобы это было никак вообще не похоже на то, что было у него. Ты поглядел? Да я сейчас посмотрел. А до этого не бачил? А до этого не видел, и он так красиво сидит за клавишей, у него тоже борода, и там
короткая стрижка, которая у меня была полгода назад. Я думаю, блин, хорошо, хоть волосы отросли, я немножко побрился. Сейчас буду думать что-то с образом, чтобы не было никаких пересечений. И, естественно, мне теперь одному на сцене быть запрещено, потому что сразу пойдут сравнения с ним, и сразу пойдут сравнения с победителем, я посмотрел уже там 17-го года из Нидерландов, который был один. Хотели... Песня «Фая», сразу приходит первое, что на ум, что играешь на фано, а фано должно загореться в один прекрасный момент. А это тоже сделали в Австралии в 15-м году. И такой, блин, все уже было. Слухай, ну ты вось зараз прызнаўся ў тым, што ты не ведаў пераможцу мінулага года, то бок ты не сочыш за Еўрабачаннем, ну так увогуле. Я где-то вот с 12-го, с 13-го года выпал и перестал так сильно следить, потому что, ну не знаю, вот почему-то со мной так произошло, что это перестало быть таким событием, видимо, потому что я так вырос и больше в музыку ударился в свою и больше занимался своими музыкальными какими-то вещами. И так сильно не оглядывался на то, что сейчас происходит в рамках этого именно конкурса. А раньше, конечно, в детстве собирались с родителями, это было какое-то там семейное событие, собраться, посмотреть Евровидение. О, как там наши споют, как там что произойдет. Сейчас как-то немножко мимо меня, это прошло последние годы. Окей, але пры гэтым вось ты прыдумаў песню, вырашыў, што яна менавіта для еўра. Да. Чаму ты вырашыў, што твоя песня будзе пасаваць конкурсу Еўрабачання ў гэтым годзе? Потому что мое восприятие Евровидения, оно взято вот именно из детства. Это для меня в Евровидении должна быть всегда какая-то песня балладная, красивая, акустическая, где вокалист просто раскрывается и рассказывает какую-то историю красивую. Вот для меня эта песня «Фая», она именно концертная и конкурсная. Можно поставить там дефис между этими словами. Любой вокалист знает, что конкурсная песня отличается от песни просто, которую можно там спеть где-нибудь. Это всегда показывает твои лучшие стороны и показывает диапазон и раскрывает тебя как вокалиста. Но вот эта песня именно такая, поэтому я решил с ней поучаствовать. Окей, глядзі, але да любога конкурсу трэба рыхтавацца. І вось зараз перад табой, так, Сергей Андрыянаў, эксперт па Еўрабачанню у нас быў, і ён заўважыў, што сёлетнія артысты, якія нават патрапілі у фіналістаў, у лік фіналістаў, яны не падрыхтаваныя, што, маўляў, песні пісаліся на каленцы за некалькі там літаральна тыдняў да таго, як падаваць заяўку, і, маўляў, гэта несур'ёзна, таму што да Еўрабачання трэба рыхтавацца, трэба ўжо мець нейкі такі конкретный бэкграунд, які менавіта тычыцца композиции, якую ты хочешь представить. Конечно, но смотрите, если брать подготовку, что в себя включает подготовка? То есть, естественно, это должен быть вокалист или вокалистка с бэкграундом вокальным, который долгое время участвовал в каких-то конкурсах, знает, как бороться с волнением, и это не первый год человек, занимающийся вокалом, должен быть. Ты таки. Я, допустим, предположим, что я такой. Я выступающий музыкант, у которого есть опыт концертной деятельности большой, в том числе, как и просто клавишника, когда я вот играл в группе «Без билета». Это огромные концерты, это огромный стресс, но это все у меня есть. И я бы не сказал, что именно мое выступление выглядело сыро, потому что я послушал потом, естественно, чтобы оценить то, как это произошло. И довольно чистенько я там спел. Все было, в принципе, впето достаточно. Вокалиста как не скажешь. Ну, смотри, в положении, которое было представлено Белтелерадиокомпанией, было написано, что присылаете фонограмму плюс и фонограмму минус с бэками. И с бэками я прислал свой минус. Сам себе прописал бэки, и все там красиво, замечательно. А потом звонит менеджер, говорит, только живое. Окей, хорошо. Значит, нужно найти бэк-вокалистов. А сколько бэк-вокалистов не задействовано в этом конкурсе, учитывая, что 50 участников сейчас там, через неделю участвуют. Естественно, это может выглядеть сыровато. И это не
это не всегда беда в бэк-вокалистах, это не всегда беда в... Ну, просто чуть не хватило времени. Может быть. Но этого избежать невозможно было. Ну, в рамках сегодняшних реалий. Потому что я позвонил 3 людям, которых я хотел увидеть у себя в бэк-вокалистах, и мне говорят: слушай, ты там 6-й уже позвонил мне за последний час, ты 7-й, кто позвонил мне за этот час. Ну, бывае. Слухай, давай будзем спяваць, таму што часу у нас не вельмі шмат. давай. Мы зараз будзем слухаць песню «Fire», з якой Ян Ярыш хоча паехаць на Еўрабачанне 2020 у Роттердам. Так што запамінайце. Fleeting and so bittersweet, a beauty that's hard to believe, the brightest star I'd ever seen. High, she opened your wings out to fly, beaming intense like the sunshine. Fate is as they stand tonight. I wish that I could still bathe in your light. I wish that she's would have stayed in my life, but she was too wild to be tamed and too free to remain by my side. She was my fire. Always has to fade into goodbye. Memories like ashes burn into my mind. Those are flames turn to embers. I always remember your fire. I wish that I could still bathe in your light. I wish that cheese would have stayed in my life, but she was too wild to be tamed and too free to remain by my side. She was the fire. Was too wild to be tamed and free to remain by my side. She was the fire in my life. Такого вы не чулі? Вось такую песню «Fire» Яна Ярыша мы пачуем 28 лютага падчас фіналу нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2020. Ян сёння госць жывога эфіру. Ну, увогуле, ты лічыш, што трэк твой канкурэнтна здольны, што ён недзе наперадзе, ў топе? Я могу сказать, что для меня это очень красивая акустическая песня, которой есть место в нашем музыкальном мире. А конкурентоспособная кому-то, это все уже решать зрителю, слушателю. Если людям понравится этот трек, эта песня, то я буду счастливым человеком. А дальше уже... У нас застаецца зусім мала часу, так? За гэты месяц ты не толькі мусіш падрыхтавацца, але і нейкім чынам заявіць пра сябе, каб ты 50% гледачоў, тэлегледачоў, якія будуць галасаваць, так, за сябе прагаласавалі. Што ты будешь для гэтага рабіць? Я, честно говоря, даже об этом не думал, что мне нужно будет какой-то
медийную работу Ну, а проводить. як же без этого? Як за себе проголосуешь? Для меня вообще в целом очень странно, чем больше я занимаюсь музыкой, тем меньше времени у меня на нее остается. В современных реалиях приходится работать больше над имиджем и всеми этими деталями, чем над музыкой. Зачем? Почему? Для меня это непонятно. Я хочу писать и петь красивые песни, чтобы они были качественно сведены, качественно сделаны. Вот послезавтра я поеду на студию для того, чтобы дописывать остальные инструменты. И если мне предложат записать какое-то видео или что-то обращение, или куда-то позовут, я откажусь, потому что для меня важнее то, как это прозвучит. И меня пытаются сейчас в этом переубедить, что нет, евро — это про видео, ты должен там хорошо поработать над тем, как тебя будут преподносить именно с точки зрения телепродукта. Но, блин, я все-таки за музыку. Я хочу, чтобы музыка победила. Слухай, але это літаральна хутенька, так? Адкажы мне, але вось нейкі сінгл выйдзе за гэты месяц? Да, я очень над этим сильно сейчас работаю, потому что некоторые участники готовились и там с сентября уже все выпустили. Мне казалось, что нельзя выпускать песни до того, как ты поучаствуешь там. И я не совсем уверен, можно ли сейчас выпускать, потому что когда ты едешь от страны уже представлять, то все права авторские ты передаешь. І я вот не знаю, как это сейчас. Гэта юрыдычныя нюансы, але я табе да. скажу, што трэба выпусціць абавязкова. Можна. Да. Дзякую табе вялікі за тое, што прыйшоў. Я табе Спасибо. жадаю поспехаў. Я нагадаю, што гостем сённяшняй музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі» стаў Ян Яраш, адзін з 12 фіналістаў нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2020. Убачымся 28 Да, лютага. увидимся. Спасибо, что позвала. Прыходзь.